Бытует мнение, что преподавателю легче живется, чем студенту. Никаких домашних заданий, подготовок к самостоятельным работам, рефератов. Чтобы узнать, есть ли в этом правда, существует один способ – стать им или провести с ним один день. И это один день из жизни преподавателя. Первая лабораторная работа. Получается, с этой работой вы практически знакомы по дисциплине строительные материалы. То есть, скажем так, схему работы, да, и методику, по идее, вы знаете. Но чем отличается конкретно изучение тяжелых заполнителей по технологии бетонов? Это значит, мы здесь будем использовать все-таки ГОСовскую методику, более точные расчеты, более точные измерения. Мой день начинается всегда в 6 утра, то есть это уже, даже если я поздно ложусь, это как бы по чистому биоритму, скажем так, да. Потом обязательно зарядка 45 минут, то есть там тоже четко все у меня промерено. То есть даже вот хронометр не надо, я вот узнаю определенный комплекс упражнений, это обязательно. Вот, далее, естественно, завтрак, и потом иду к 8 на занятия. Сейчас у нас проходит лабораторная работа. Лабораторная работа – это неотъемлемая часть, собственно, этого цикла дисциплины, потому что, собственно, на практике оно как раз познается, то есть они делают все руками и становится более понятно, естественно, да. То есть теория – это лекции, вот, но, тем не менее, обязательно они должны это все попробовать сделать здесь, то есть за столом, и причем эта работа, она интерактивная. То есть интерактивная – это, получается, взаимодействие студента друг с другом. Преподаватель, конечно, хороший, претензий нет, но видно, квалифицированный, знает все. Можно спрашивать с любыми вопросами. Так вот, предмет мне очень нравится. В будущем я хочу стать строителем, хочу возводить здания, работать на стройке. Вторая половина дня, то есть после обеда уже, конечно же, вот, проверяю. Сперва мне студенты отправляют, естественно, все свои расчеты, чертежи на электронную почту. Вот, если я их одобряю, то есть мы с ними обмениваемся, то есть я говорю, это нужно исправить, например, да, они обратно получают, у себя исправляют и распечатывают уже в готовом виде. Вот. Потом это у нас происходит беседа, естественно, вместе с ними, и я их спрашиваю, то есть уже на знание теории. Это очень отзывчивый преподаватель, ее всегда приятно слушать. Каждая ее лекция очень информативная, она всегда что-то преподносит, и у нее всегда интересно что-то спрашивать. И она всегда отвечает и слушает своих студентов. Вообще, я сижу где-то здесь до 4, скажем, да. Потом какие-то документы, которые я оформила, я бегу в учебно-лабораторный корпус, там основные у нас отделы различные, да. Вот, естественно, передаю им, они принимают, проверяют, и вот это вот практически каждый день. То есть бегаем в центральный корпус в наш. Потом я прихожу, естественно, домой, это где-то около 5, ужинаю, и потом снова сижу дома и работаю. То есть либо делаю презентации по лекциям, вот, либо к лабораторным интерактивное занятие готовлю. Но основная часть работы – это, конечно, учебно-методическая документация. Я уже себя не представляю в какой-то другой работе. То есть я, естественно, вот проработала один день, скажем, в УДН, если это можно назвать работой, конечно, да. Вот, и с 1 сентября 1996 года я работаю здесь. Я другой работы просто не представляю. То есть это вот постоянно, это уже, это как режим дня. Ну, некоторые, возможно, подумают, что это, скажем так, это скучно, это неинтересно, одно и то же. На самом деле нет. То есть вот работа со студентами, каждый раз какие-то новые молодые люди, девчонки, они все разные абсолютно. Нет таких групп абсолютно идеальных или, например, каких-то очень плохих. Дети все разные на самом деле. И с ними очень интересно общаться. Вот, поэтому я вообще не жалею о выбранной профессии ни секунды вообще. Вот если бы у меня был второй шанс снова родиться, я бы, наверное, оказалась вот здесь, в этом месте, собственно, работая с этими детьми. Интересно просто. Не стоит забывать, что преподаватели – это тоже обыкновенные люди. У них тоже есть семейные проблемы, слабости и недостатки. Но одержимые идеей самоотдачи педагоги чаще всего засыпают в мысли о работе. Светлана Ансупова считает, что ее задача – разжечь интерес к предмету.
Способы должны меняться, иначе они быстро наскучат. Чем удивить студентов на этот раз? С этим вопросом Светлана Геннадьевна Анцупова проснется завтра. Туяра Кривошапкина, Николай Необутов, Иван Тайтонов. Специально для ОСЕА.